преддверии столетия нашей библиотеки мы хотели бы задать вам несколько вопросов о вашем опыте общения с нашей библиотекой, посещении ее. Мой опыт общения с библиотекой начинается еще со времен моих школьных лет, хотя, по-моему, тогда по правилам библиотечным школьников не записывали в эту библиотеку, но все-таки мне пошли навстречу, и класса с 10 я уже хожу в библиотеку имени Ленина, то есть это получается где-то с 1992 года. Я являюсь читателем библиотеки. Вспомните, пожалуйста, как вы в первый раз пришли в библиотеку, какое впечатление она на вас произвела? Поскольку я любил ходить в библиотеки, то вскоре школьная библиотека мне показалась маленькой. Была освоена районная библиотека. За ней были освоены библиотеки Некрасова. И вот сейчас, к сожалению, забыл название. Вот здесь, в парке Горького, на бульваре, тоже библиотека раньше была. По-моему, она закрылась уже. Лермонтова, вот, да. Туда записался. Одним словом, мне не хватало книг, поэтому пришлось через знакомых, поскольку, еще раз скажу, что школьников не записывали в библиотеку Ленина, записаться туда. И, конечно же, это для меня было потрясением, поскольку это огромные большие залы, высокие потолки, много каталогов с книгами, отдел редких книг, которых, естественно, не было в районных и школьных библиотеках. Поэтому, естественно, мое знакомство с библиотекой оправдало все мои ожидания в то время. А расскажите, какие вот книги вас тогда интересовали, какие вы посещали отделы библиотеки? Но меня больше всего интересовали книги на историческую тематику, в том числе и книги, изданные до революции, которые находились в тот период либо в краеведческом отделе по местной истории, либо, если это касалось общероссийской истории, дореволюционные книги чаще всего находились в отделе редких книг. То есть вот в основном центральный зал, краеведческий зал, ну, в общем-то, практически все залы, все отделы Национальной библиотеки меня интересовали в той или иной степени. У вас уже достаточно большой опыт посещения нашей библиотеки. Вот какое общее впечатление у вас осталось? И, может быть, какие сотрудники запомнились вам за это время? Мне, конечно, понравилось в нашей библиотеке то, что когда я уже был студентом, ездил, и даже аспирантом ездил по своей научной программе в Центральной библиотеке. Скажу честно, я был рад за нашу библиотеку, поскольку на тот момент центральные библиотеки были хуже обеспечены теми же сканерами, принтерами, ксероксами, чем наша библиотека. У нас фактически в каждом отделе можно было сделать скан той или иной заинтересовавшей тебя страницы, в то время как, допустим, в таких библиотеках, Ленинская библиотека Москвы или историческая библиотека, тоже в Москве находящаяся, там всего на все библиотеки был по одному ксероксу. То есть наша библиотека в тот момент выглядела гораздо богаче, что ли. Если не в плане собрания книг, то в плане технического оснащения она выгодно отличалась даже от центральной библиотеки. Сегодня вы взаимодействуете как-то с Национальной библиотекой? И если нет, то по каким причинам, когда закончилось ваше общение с ней? Но общение с библиотекой не закончилось, поскольку в век новых технологий библиотека приходит уже непосредственно к нам домой в виде выкладки электронных версий, публикаций, в том числе и дореволюционных, опять же, ценных публикаций, которые есть в библиотеке. Поэтому отношения с библиотекой у нас не заканчиваются, продолжаются. А в нашей библиотеке проходит много мероприятий. Вот за время общения вашего с библиотекой какие-то посещали вы мероприятия, участвовали в них? У нас были презентации книг, естественно, в библиотеке в краеведческом отделе, изданные институтом. Это «История Удмуртии», «Хрестоматия» презентовали на базе Национальной библиотеки. Ну и, конечно же, в прошлом году был совместно с библиотекой и епархией Удмуртской и Ижевской проведена конференция, куда я был приглашен, и там я выступил с докладом, вскрывшим истинное имя одной из первых рукописных грамматик удмуртского языка. Теперь немножко на такой уровень обобщения мы с вами поднимемся. Какой след оставила в вашей жизни Национальная библиотека, в вашей жизни личная, и какую роль она сыграла в жизни города и республики, на ваш взгляд? Безусловно, в моей личной жизни это огромный след библиотека оставила, поскольку тогда еще не было интернета, когда я учился, и поэтому основную массу знаний мы черпали из библиотек вуза,
и из Национальной библиотеки. Естественно, что Национальная библиотека в этом плане выиграла по отношению к вузовской библиотеке. Поскольку в первые годы также не было еще и ксероксов, они только появлялись, то приходилось, что называется, писать на листочках, выписывать все. Поэтому там приходилось проводить очень много времени. Она подолгу работала, поэтому туда можно было прийти с утра и уйти только под 8 часов вечера. То есть фактически сколько-то месяцев жизни я буквально прожил в библиотеке. А для города и республики? Город и республика, она, безусловно, является основной центральной библиотекой, куда обращаются не только жители Ижевска, но приезжают и люди из районов. В частности, вот по краеведческой тематике очень много обращаются туда, мы знаем. И когда ездим по республике, тоже советуем подходить именно в краеведческий отдел, если касается истории местного края. Ну и естественно, что библиотека, как главная библиотека в Удмуртии, она играет свою роль, и она, безусловно, высока. А как вы думаете, есть ли у Национальной библиотеки будущее? Если да, то какое? Должна ли она меняться как-то? Если да, то в какую сторону? Ну, прежде всего, конечно, библиотека должна аккумулировать в себе различные культурные мероприятия, проводить различные встречи, конференции, как я уже говорил, в которых она участвует. Безусловно, хотелось бы, чтобы библиотека продолжила выкладывать в интернет дореволюционные публикации, с которых, допустим, авторское право снято, чтобы на удалении можно было пользоваться. Каталог, чтобы, да, пополнялся электронный, то есть не выходя из дома, можно было бы заказать книгу, уже подойти, получить ее. В целом библиотека должна идти в ногу со временем, что называется. В век цифровых технологий это не только желание получить книгу к себе, что называется, на экран, но иногда хочется и прийти, и потрогать книгу живьем. Вот поэтому я думаю, что библиотека должна сохраняться и как здание, в которое можно прийти, где можно посидеть, почитать в тишине. Так что думаю, что библиотека должна сохранять свое лицо. И последний вопрос, Владимир Сергеевич. В преддверии столетия, в преддверии юбилея нашей библиотеки, какие-нибудь пожелания? Основное пожелание, конечно, побыстрее открыться в том виде, в котором я помнил библиотеку, хотя бы то здание отреставрировать, потому что мне, честно говоря, очень нравилось туда ходить. Сейчас, к сожалению, студенты меньше ходят. Раньше было не протолкнуться, то есть чуть ли не очередь занимали, чтобы попасть в читальный зал. Ну а так, хотелось бы, конечно, чтобы библиотека, может быть, обзавелась бы новыми зданиями где-то, но, естественно, как лицо библиотеки, это вот здание за памятником Ленина очень симпатичное и красивое. Хотелось бы, чтобы оно тоже функционировало.